Алхамдулилля, благодаря Аллаху Субхану, который дал нам тауфик, как мы с вами собрались на наш маджлис, наш ифтар, и принято представляться. Я недавно, относительно недавно, правда, наверное, несколько лет, да, в этом плане, имам Ахунд Центрального духовного управления мусульман России, который в центре Уфе, по работе с верующими и военнослужащими. Ну, это буквально, можно сказать, недавно, в связи с событиями, которые у нас 22-го года начались, да, вот. А так, хотелось рассказать одну историю, все-таки кто же мы есть, когда вот в прошлом году осенью был на зиарате. Зиарат — это посещение могил праведников наших великих в Узбекистане, в Самарканде, в Бухаре. И там была организована конференция в Бухаре большая. Собрались шейхи со всего мира, с разных стран. И один из организаторов из Малайзии, шейх, сказал: вот мы баннер готовим для конференции. Не могли бы там, значит, для баннера что-то, значит, такое нам дать, для баннера конференции, что? Я думал, баннер конференции надо что-то взять такое и представить себя в этом плане. Я, наверное, я Центральное духовное управление мусульман представляю, поэтому я представился, думаю, как от Центрального духовного управления мусульман. И как-то шейх говорит: ну а еще может быть что-то. Чувствую, что-то как-то так. Значит, хотелось, наверное, шейху, может, другое услышать. Но, думаю, конференция все-таки научная конференция, там научное сообщество, если думаю, но заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ, наверное, подходит. Ну, значит, организаторы, значит, конференции не совсем скис немножко там. Я чувствую, говорит, ну а еще что может быть есть? Ну, я говорю, ну, что есть, что? Я думаю, ну вот, я говорю, ну, я преподаватель науки хадиса, тогда науки хадиса, сейчас еще науки тафсира в медресе Расули. Он говорит: во, вот это, говорит, самое во, говорит, давайте мы это сделаем, поставим. И поэтому мы не раз придаем значение каким-то своим регалиям, но на самом деле вот и наш Рамадан Карим учит тому, чтобы мы задумывались о вечном. Действительно, знание исламских наук, ислама вообще, основ ислама, да, оно важно для мусульманина, да, оно является фардом. Говорят они, да, что вот, согласно хадису, что ищите знания от колыбели до могилы. Есть хадис такой, да, от нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И там есть еще хадис о том, что ищите знания, даже если вам придется в Китай добраться, да, в Китае добраться. Но имеется в виду не информация, не светские знания, которые на Урду не помогают жить, а имеется именно знания религиозные. То есть мусульманин должен знать то, что обязательно ему знать для того, чтобы выполнить перед Всевышним свои фарды, свои обязательные действия. Это, наверное, очень важно. И алхамдулилля, благодаря вот Аллаху Субхану ва Тааля, мы с вами последние, можно сказать, дни и ночи месяца Рамадан встречаем, проводим, и как раз в это время самое баракатное, самое благословенное Аллахашка для того, чтобы попытаться именно в это время над собой поработать, себя очистить в этом плане. Что нам предстоит, возможно предстоит, а возможно ушло, да, что вот, как сура Аль-Кадр, предопределение, да, была прочитана о том, что, возможно, одна из ночей, которые предстоит или уже прошла, да, Аллаху алим, Аллаху лучше знает, она имеет
особый баракат, особый вес, как и вся последняя декада, Рамадан, да, это декада, последнее избавление от огня ада. Весь месяц это месяц милости Аллаха, но особенно последние дни и ночи Аллах особенно милостив к нам, и в это время нам нужно побольше обращаться к Нему с молитвами, да. Дуа уль-муххуль убад, да, дуа это суть поклонения, то есть наше дуа, оно само по себе является поклонением, даже если мы не делаем намаз, кто-то, может, не держит пост, еще не готов, даже там не выплачивает закят, да, но само по себе дуа, просьба к Аллаху Субхану ва Тааля, оно является поклонением. Ну, просто даже если объяснить, вот сура Фатиха была прочитана, да, что сама сура Фатиха, она ее смысл, который является сутью Корана, да, священного, да, открывающая, используется в каждом намазе, она является именно дуатом, когда мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас направил на сират аль-мустаким, да, на истинный путь. И поэтому нужно обращаться чаще с дуа. В эти благословенные, особенно ночи, месяц Рамадан, именно Лайлятуль Кадр, да, который, возможно, является каждой из 10 ночей месяца Рамадан по одним хадисам, по, значит, мнению других ученых, которые изучали хадисы, и это нечетная ночь, да, какая-то. Среди них выделяется также особо нечетная ночь, 27-я ночь, которая еще предстоит нам, да, поэтому, но правильнее каждую ночь обращаться и считать ее Лайлятуль Кадр и обращаться к Всевышнему. Так вот, наш пророк ответил, что лучший дуа в эту ночь это является, значит, Аллахумма иннака афуун тухиббуль афуа фафуани. Аллахумма иннака афуун тухиббуль афуа фафуани. Аллах, Субхану ва Тааля, ты прощающий. Аллахумма иннака афуун тухиббуль афуа, любишь прощать. Фафуани, так прости же меня. То есть вот это дуа достаточно, оно короткое, но, правда, может быть непростое для произношения, но с ним желательно именно в эту ночь обращаться, точно так же, как и обращаться и своими словами после этого. Это очень важно. Что еще нам предстоит? Мы накануне праздника, великого праздника Роза Байрам. И что тоже является у нас в этом плане фитр садака, наверное, слышали, да, все фитр садака, что до праздника, это можно с начала Рамадана делать, да, желательно именно фитр садака выплачивать. И становится вопрос, нужно знать, да, разные мнения есть, разные цифры дают, да. Вообще к нам это пришло в измерении, именно измерение веса продуктов определенных, да, там, ячменя, там, муки. И минимальная сумма составляет, значит, пополним, это 300 рублей приблизительно, значит, по одним, значит, по другим, значит, расчетом другой, там, муки, допустим, это 100 рублей приблизительно, там, с небольшим. То есть это вот минимум, который выплачивается, да, но устанавливается сумма больше, то есть если больше устанавливается, то это можно оплачивать, но просто у некоторых людей иногда бывает такой суммы нет, и поэтому они иногда вообще могут не платить. Поэтому я вот эти знания, которые не сам придумал, на сайте нашем, тоже на Центральном духовном управлении мусульман России, старейшего духовного управления мусульман России, который, кстати, в Москве, к сожалению, очень представлено, фактически совсем почти не представлено, да. Вот, поэтому я вот это довожу, а так устанавливаются и другие суммы. Что еще важно тоже знать, что существует также помимо этого закят. Закят это не просто сунна, это столб ислама, да, один из 5 столпов ислама, то есть это обязательный факт, можно сказать, для того, у кого
есть соответствующая сумма там в таком, ну не только сумма, там это может быть и значит, ценности, драгоценности, которая каким-то грузом там может быть себя лично, может быть где-то на банковском счете, да, это сумма, которая измеряется, тоже исчисляется в конкретном весовом выражении. В весовом выражении золота либо серебра. Золото либо серебра. Так вот, и золото сейчас оно растет недостаточно, и то же самое сумма этого закята, она меняется. Постоянно ее тоже желательно отслеживать. Почему? Потому что вот мы раз можем стать обладателями вот именно этой суммы в закате. И с этого момента, когда мы стали обладателями этой суммы, нужно сразу же сделать, как говорится, стоп и сделать, можно сказать, засечку в календаре и начинать отсчитывать. Ну вот для примера, правда, это вот данные на момент публикации это на сайте. Я сейчас точно не могу сказать, но приблизительная сумма, да, она достаточно большая. Это НИСАП называется, минимальная сумма, с которой положено исчислять закат. Это 2,5%. Она вот по тем данным, значит, 991 872,65 рублей, да, вот. То есть это почти миллион, то есть большая сумма. Это по золоту, да, И по стоимости серебра это 123 806, да, вот. Поэтому, соответственно, каждый, кто имеет достаток, вот он отчитывает вот именно с этого момента в течение целого года. Если, значит, год прошел, это не обязательно должен быть Рамадан, год прошел, значит, ровно год, лунный год, кстати, имеется в виду лунный год, и, соответственно, смотрит человек, сколько у него, значит, вот в этом выражении сумма, сверяясь с курсом стоимости золота, серебра, в зависимости от того, что он будет платить. И, соответственно, тогда он прикидывает, он может это выполнить свой фарт, или же такой обязанности на нем нет. Помимо этого есть третья составляющая, которая, кстати, тоже ихсан, искренность, чтобы наши вот эти все ряды поклонения, и они все, и вообще все, оно делалось с искренностью, да, каким образом, то есть таким образом, значит, делать это, что поклоняться Аллаху Субхану, тогда как будто ты видишь его, а если не видишь, то как будто он тебя видит. И каким образом выработать себя, тоже есть наука, тасауф или суфизм называют, который у нас некоторые заблудшие секты современности, как в Фетве, значит, сказано нашей российской одной, отвергают порой. Это очень тоже важная составляющая. И нужно, конечно, стремиться всеми силами как раз именно в себе эту искренность воспитать. Потому что если мы воспитаем в себе эту искренность в своем поклонении, даже не делая, может быть, и обязательные предписания, да, даже в повседневной жизни, то Аллах Субхану может смилостивиться, и мы ко всему этому можем прийти. Точно так же, как вот по нашему мазхабу имама Абу Ханифы, которому придерживаются татары, шкиры, татары, ну и азиатские наши братья, да, с Центральной Азии, Казахстана, мы не вправе возноситься над другими, ни по национальности, да, ни по религии тоже. Потому что бывает так, что человек и задает такие вопросы, вот, говорит, почему, говорит, так происходит, что, казалось бы, мусульманин, да, вот он мусульманин, да, но вот он такой, да, вот он такой. А вот смотрите, говорит, вот он совершенно другой религии, может даже атеист, Аллах спасен, да. Но вот он вообще идеальный человек, вот он только добро делает, от него ничего нет. Вопросы задает, и на это тоже есть ответ, да, что не надо гордиться, и иногда даже этих людей считать там не мусульманами, иншаллах, что называется, да, вот как говорится. Потому что, иншаллах, благодаря вот их праведности, можно сказать, Аллах Субхану ва Тааля, в их последний миг
Он может смилостивиться над ними. Они в этот последний миг, который для нас всех самый важный, он может уверовать и попасть на вечный рай. А в то же время мусульманин, казалось бы, который все выполняет и исполняет, он может в последний момент усомниться и вечно оказаться в аду. Все в руках Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому очень важно именно искренность в себе воспитывать. Это очень важно. И хотелось также в эти дни, последние дни, особенно баракатные дни и ночи, есть Рамадан, во время нашего маджлиса, призвать вас тоже все-таки осознать, что все мы не без греха, и ежедневно, совершаем какие-то, прегрешения. Даже месяц Рамадан особенно, да, они имеют еще больше вес в плане воздаяния за это. Призвать все-таки, посмотрев внутрь себя, сделать намерение, ният, просить у прощения у Аллаха, субхану Всевышнего, за наши прегрешения, которые мы порой совершаем ежедневно, может быть, даже за грехи, да, которые были в прошлом, да, и сделать намерение вести жизнь в дальнейшем с таква, с богобоязненностью, но не с животной боязнью Аллаха, субхану тааля, что Он накажет, да, а именно боязнью нарушить Его повеление из большой любви к Нему. И я прошу повторить за мной слова калимат ат-тауба с этим намерением. Бисмиллахир рахманир рахим. Ля иляха илляллах. Я предлагаю вам такую элементарную, полезную, такие магмулат, ежедневные действия, полезные, особенно в месяц Рамадан. Это истихфар, формула истихфара. Есть, вы знаете, формула астагфируллах, да, но есть чуть астагфируллах рабби мин кулли дамби ва атубу илей. Так, 100 раз утром, 100 раз вечером просить у Аллаха субхану ва тааля прощения за прегрешения. Притом наш пророк, которому Аллах субхану ва тааля простил грехи, несмотря на это, он 70 раз в день делал истихфар. По другим риваятам даже 100 раз, да? Что говорить о нас. Другое очень такое баракатное, благое деяние тоже, в дополнение к нашим фардам, да, это салават нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммади ва аля али сайидина Мухаммади ва барик вассалим. Тоже предписано аятом Корана, да, если салават. И очень тоже, как мы вначале говорили, после этого делать дуа. После салавата, после истихфара дуа принимается в большей степени вероятности, в большей степени. Тилават аль-Кур'ан, читать Коран ежедневно, да, тем более вот именно месяц Рамадан Коран был послан. Ежедневно читать Коран, и кто, может быть, не... Потому что это ибадат. На арабском языке чтение Корана – это ибадат, это поклонение. Может быть, кто-то не читает еще Коран, то читать его на русском. Есть перевод смыслов Корана. Кстати, наши в Казани, наши татары очень хороший перевод смыслов выпустили. Да, для начала можно так начинать, с намерением все-таки изучить со временем там таджвид, арабский алфавит и читать его на арабском. Иншаллах, интернет позволяет обучаться вообще очень интенсивно этому в этом плане. И всегда стремиться помнить об Аллахе субхану ва тааля, что бы мы ни делали. Это не просто, конечно, потому что, как правило, мы забываемся и грешим. Наши праведные предшественники, вот как раз есть Бухары, которые я упоминал, они говорили, что единый момент, значит, который мы провели в состоянии гафлет, в состоянии забывчивости об Аллахе субхану ва тааля, приравнивали его к моменту куфру. Поэтому важно, как это сделать. Это не просто... Вот, мы все знаем, да, что есть тоже два из сунны нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по всем поводам, по любым поводам, при выходе из дома, когда садитесь в машину.
когда входите в мечеть, выходите и так далее. Есть дуа маснун, их можно выучить. Но есть простое бисмилля. Любое наше начинание, любое действие начинает с бисмилля. Как правило, мы привыкли, что это мы трапезу начинаем с бисмилля, да. Но вот это тоже очень можно использовать, чтобы возвращать себя к Аллаху Субхану ва Тааля. И поминать Аллаха Субхану ва Тааля сердцем. В соответствии с аятом Корана «Вадкур исма раббика фи нафсик». И поминай имя Аллаха, Аллах, да, сердцем, фи нафсик, внутри себя, для себя, сердцем. Выделить для этого 5, 10, 15 минут в день хотя бы, значит, очистить свою, уединиться, очистить голову от всех мыслей посторонних, сосредоточиться на Аллахе Субхану, на своем сердце, может сказать, на физическом сердце даже, да, вот, и закрыв глаза, сделать намерение вначале, что нур от Аллаха Субхану очищает ваше сердце, оно само говорит Аллах, Аллах, Аллах. Только слушайте. Очень полезный зикр, и помогает в жизни. И рабита связь, в соответствии рабита тушейх, это называется в соответствии с аятом, в соответствии с хадисом улама варакатуль амбия, да, что знающие люди, улама, это наследники пророков, алейхиссалям. Поэтому это очень важно, и наши с вами встречи, наши маджлисы, которые были до этого и которые вам предстоят, они как раз вот из разряда этой рабиты. И я тоже как вот, обычно на встречах наших, когда у меня еще не было молитвенника для полковых имамов, который я забыл с собой взять, я обычно на принтере у себя на работе отпечатывал молитвенник, очень коротенький такой, элементарный молитвенник. Ну и то же самое с Мукбулат, который я вот сейчас перечислил там, да. Соответственно, когда не было, я вот бойцам такие молитвенники раздавал, чтобы они могли их сложить там, если там на передовой или где-то вообще там не хотите, может служить, срочно службы, там, их просто использовать, может быть. Вот. Плюс некоторые задаются вопросом, ну вот мы не делаем фарды, и как же так, значит, нам сначала фарды надо делать, зачем? Ну, знаете, есть разные методики, да. Если делать вот эти, казалось бы, простейшие вещи ежедневно, то человек, он приходит и к намазу, и к посту, и хадж совершает, иншаллах. Поэтому это очень важные вещи. А сейчас у нас, вы знаете, так случилось, что вот буквально остается 4 минуты, да, 4 минуты до ифтара. И вы знаете, вот этот момент, и так случилось, тоже, может, неспроста случилось, что именно 3 минуты осталось, 3 минуты даже сейчас, да, это очень и очень баракатное время, когда именно дуа принимается. И поэтому я тоже предлагаю сейчас, значит, сделать дуа, просить у Аллаха Субхану ва Тааля все, что хотите, иншаллах. Иляхи амин. Бисмиллахи рахмани рахим. Вассаляту вассаляму аля